Чечайлалек, ходомодоймот чемоджикан мупул. Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас очередная передача из серии «Кто вы, юкагиры?». И у меня сегодня в студии в гостях Курилов Макар Семенович, председатель Совета старейшин, избранный на последнем съезде юкагиров в 2023 году. И сегодня мы с Макаром Семеновичем поговорим о результатах экспедиции прошлого года и о планах на этот год. Здравствуйте, Макар Семенович. Макар Семенович, вот в прошлом году у нас прошла очень интересная экспедиция в Нижнеколымский район. Вот автором идеи были вы. Вот, расскажите, что это за идеи, какие были основные цели данной экспедиции? Не секрет, что наши родные языки уходят. Это уже факт. Можно сказать, это мое мнение, конечно. Нет, это, конечно, это общее понятие. Но у меня возникла идея, конечно, до этого тоже записывали, были экспедиции, но у меня возникла идея именно запечатлеть это на видео. Чтобы наши потомки через 20-50 лет увидели своих родителей, родственников, и у них появилось желание, чтобы передать. Мы хотим передать через это красоту звучания наших языков. Ну а для зрителей я скажу о том, что Макар Семенович, он сам носитель юкагирского языка, и это была цель, которую ставилась записать, это были не просто там какое-то интервью, да, или просто монолог человека, а это именно живой разговор на родном языке. Да. Вот. И когда вы осуществили этот план? Мы этот план, экспедицию осуществили в марте месяце. Мы поехали с Ириной Сергеевной Куриловой. А средства откуда нашлись? Это же проезд очень дорогой. Это предоставила Алроса. Акционерная компания. Да, акционерная компания. И благодаря этой компании мы осуществили этот наш задумку, план. А и куда вы ездили? В первую очередь мы прилетели в Среднеколымск, и уже оттуда наземным транспортом, на машинах, попуткой уехали в Нижнеколымский район. Первый пункт – это Андрюшкино. Андрюшкино, потом Колымская и в Черском работали. То есть 3 у вас основных населенных пункта. В среднем мы так-то все-таки успели. В среднем тоже поработали с местными. Заснять одну бабушку с Березовки. Даже? Да. Но там времени не было, поэтому мы поехали дальше. Основная работа, наверное, была в Андрюшкино. Да. С кем вы там работали? Мы, задумка, это работа с носителями, именно с носителями. Там мы встретились с Куриловой Дарьей Николаевной, Курилова Мария Николаевна. Да, Марина Николаевна, Атласов Егор. Атласов Николай Николаевич. Как-то я хочу немножко отступление сделать. Режиссер Кривогорницын Иван Юрьевич снимал фильм обо мне, и мы тогда озвучили такую цифру, кто говорит на родном языке, это мы тогда посчитали 21. Вот этой поездки
анализируя, у нас получилось где-то 17 человек осталось. О, то есть количество носителей все меньше и меньше с каждым Да. годом. Мгм. А вам удалось практически всех носителей, да? К сожалению, нет. Многие были в отъезде, в Якутском. Тогда еще намечался съезд Мгм. Чукчи Мгм. в Колымском. Тоже туда они поехали, но, к сожалению, их там не застал. Мгм. Наших местных носителей в Колымском. Понятно. Вот. А вот тогда вот сколько интервью, вот, может быть, общий объем и на какие темы вы разговаривали? Ну, мы старались, ну, конечно, темы у нас были, но старались, чтобы они непринужденно, за чашкой чая между собой разговаривали. И То есть вы по несколько звучало- человек записывали сразу, чтобы была беседа? Да, ну, где-то 4 человека, где-то 2. И вот за чашкой чая, за работой. Вот. Так, ага. Ну, поделки, вот именно они шьют, там что-то делают и говорят на родном языке. В Андрушкине 2 такие групповые съемки сделали, а остальные 4 сделали так, индивидуально. Индивидуальный. Ну, там уже тоже, например, Дарья Николаевна Курилова затронула такие темы, как обряды, да? Ну, Дарья Да. Николаевна опытный человек, Да. умеет. Я же уже сказал, конкретно тематика не было, хотя мы старались, чтобы какую-то тему вот, именно вдруг вспомнят древние сказания, сказки. Вот, например, Матрёна Николаевна Курилова, когда снимал, она рассказала об обряде одном. Какой? Ну, это из жизни. Их было много детей в их семье. Тогда болезнь пришла в наши края. Корь, по-моему, это. Да, тогда Да. корь была. И в основном дети умирали. Вот. Была такая эпидемия страшная. И их родители, вот Матрёны Николаевны, попросили шамана. Это отец Гаврила Николаевича, Николая Николаевича, Николай, чукотским именем Мейнге. И он сделал, после камлания, он сделал такой оберег из дерева, птичка. Да. И матери, вот Матрёна Николаевна, их осталось тогда 2 только. Да, Остальные все. да. И сказал, пожалуйста, вот, следуя моим указаниям, как я тебе сейчас скажу, так и должна делать. И Матрёна Николаевна, ну, она маленькая же была, вот, вспоминает каждую осень определенные, ну, не помнит, какого числа это было, но осенью помнит. Садилась возле двери Яранги, открывала ход, перед собой ставила вот этот оберег. На обереге веревочка. Запорог кинула и что-то говорила, и вот
у нее здесь были, обычно у нас олень не внутренний жир кормят. Она якобы кормила и что-то там про себя говорила, и запорог так вот кидала. Наверное, конечно, просила, чтобы дочери было хорошо. Да, что все было хорошо, чтобы защитились. Да, потом раз, ну и все. Каждую осень. Каждую осень так они делали. А потом мы там спросили, а куда потом делся этот оберег? Ну, к сожалению, говорит, конечно, когда пришло время, мама ушла, говорит, и мы этот оберег положили к ней. Вместе с ней. Так уж. Я для наших зрителей скажу, что уже в 20 веке, вот в 30-х, 40-х годах, наверное, вот для Севера основной проблемой были не оспа, не чума, как вот в 18, в 19 веках, а именно вот уже более такие болезни, это вот как корь. И это было действительно страшным бичом для нас. Вот я вообще вспоминаю в этом смысле даже и Нелемное вспомню, когда десятки детей вот в 30-х годах умирали именно от этой болезни. Это было действительно большой проблемой. Но и это, вот, с другой стороны, это стало потом основой, вот, благодаря это все было преодолено развитию здравоохранения уже у нас, везде на севере стали открываться тогда фельдшерские пункты, больницы, и все это преодолевалось. Но вот в том числе, конечно, наши люди использовали традиционные методы спасения. Хорошо. А в Черском вам удалось поработать? Да, там Дмитрий Николаевич, например, Бегунов, рассказал 3 легенды на якобинском языке, это все у него дома снимали. А с Николаем Васильевичем Ягловским удалось поработать? Николай Васильевич был в отъезде как раз. Тепло стало, он на участок уехал. Вот. Ну, а там не только же Юкагиру мы снимал. Там, например, Эвен, Клепечин, Федор Прокопьевич. Ну, я ему говорю, вот что ты думаешь, например, о родном языке, как его сохранить? Ну, он И он что четко, сказал? подробно говорил тоже. Но, Его основное видение, предложение какое было? ну, я бы сказал, что очень много критики вот, у него. Но, конечно, они все носители говорят, надо, чтобы среда была. Но я так заметил, что все ссылаются на то, что вот они придут, дети, например, и мы автоматически все равно говорим или на якутском, или на русском. Вот одно тоже заметил вот в этой поездке. Говорят на родном языке, и вот чисто автоматически вставляют слово якутское слово или русское, уже носители уже не замечаем мы. Давайте перейдем к планам уже на этот год. Хорошо, Макар Семенович? Вот у нас запланировано несколько проектов. Вот один из проектов, он связан с Вадун-Ару, с юкагирским языком. Можете вот вкратце сказать, какова цель? Вот как бы это вот продолжение той работы, которую вот данная экспедиция проводила. Вот что у нас? В чем особенность этого проекта? Ну, на Чукотке 25-й год объявлен годом юкагирского языка. И мы тоже решили к ним поехать. Помочь? Да. Ну, как бы такой
как разведку сделать. Вот. Хорошо. А я для наших зрителей скажу, что Чукотка является одним из регионов мест традиционного проживания юкагиров. По переписи вообще Чукотка на втором месте находится. А вообще исторически большая часть Чукотки это было местом проживания юкагиров. Это вот особенно в 17 веке, ну и можно сказать так до середины 18 века большая часть территории Чукотки это была территорией проживания юкагиров. Сейчас, к сожалению, юкагиров там осталось мало. По данным, с каждой переписью там все меньше и меньше. Сейчас там меньше 200 юкагиров осталось. И при этом самое, наверное, печальное то, что юкагиры Чукотки, они практически утеряли полностью язык. Культура смешанная, а язык практически утерян. Но там есть еще одна такая этническая группа, ее выделяет в особый народ, это чуванцы. На самом деле чуванцы это один из юкагирских родов. В свое время по переписи их даже было больше, чем юкагиров. Это вот по переписям 1989 года, 2002 года больше 2000 их было. Но если вот за прошедшие два переписи, это 2010 и 2020 года юкагиры постоянно росли, то чуванцы наоборот катастрофически быстро их численность снижалась. Сейчас их меньше 1000 человек осталось по данным переписи. И вот объявление года юкагирского языка на Чукотке как раз одной из своих целей ставит в том числе не просто, может быть, возвращение там языка, может быть, даже не это самое главное, может быть, язык и не удастся, но вот каким-то образом сохранить самосознание и юкагиров, и чуванцев, которые там проживают, чтобы они помнили о своих корнях. И вот проект, который вот Макар Семенович предложил, как раз является целью, чтобы поехать в Билибинский район, село Амалон, это вот там, где проживает, в том числе одно из мест проживания юкагиров, поговорить с ними. Там есть желающие, несколько человек, которые постоянно с вами на связи, я так знаю, да, которые очень хотели бы, с одной стороны, вот, чтобы наладить связи, чтобы вы очно приехали, и с другой стороны, даже провели там какие-то курсы по юкагирскому языку. И это вот у нас подразумевается в программе также, да, по гранту. Да, вот мы сейчас держим очень тесную связь с селом Амалон. Матрена Ильинична Курилова. Их родители попали же туда во время войны. Да. Ну, об этом следующий наш будет проект. И вот Мария Ильинична Курилова, и там еще несколько человек есть активных, которые вот хотят вот, память эту свою сохранять. И вы запланировали туда поездку. Когда? Тоже на март месяц. Это мы По зимнику? Да, мы долго думали, как лучше, но оказалось самым оптимальным это по зимнику. По зимнику. Дешевле. И как будет организована эта поездка? Ну, с Андрушкина, например, едут 4 человека. То есть мы хотим составная экспедиция будет? Да, мобильная такая. С Андрушкина 4 человека, с Колымска 2. Ну и вы будете? Ну, я к себе Колымским считаю. Черский 1 там, это шофером. 2 машины, конечно, одна сложновато, опасно, поэтому мы хотим немного людей, чтобы было, но чтобы у каждого сразу несколько обязанностей. Я для наших зрителей скажу о том, что, казалось бы, это 2 соседних района, Нижнеколымский район Якутии и Билибинский район Чукотки. Но дело в том, что до районного центра с Черского до Билибина, ну это где-то около 200 километров, даже меньше. Но на самом деле это не будет особой проблемой. Но вот от Билибина до Амалона больше 400 километров. И там постоянная проблема с зимниками. И это будет вот как раз один из самых сложных вопросов. Если вот, например, между Андрюшкино и Черским хотят больше даже, 450 километров, но дело в том, что их связывает федеральная трасса, и поэтому более-менее эта дорога функционирует, и люди как-то ездят и могут, то
Билибино-Амалон – это местная трасса, и, к сожалению, вот, содержится, вы сами знаете, внутренние дороги иногда очень сложно. И если там будет пурга или еще что-то, иногда зимник может закрываться на длительный период. Но я надеюсь, что все-таки нам удастся реализовать данный проект, ваша экспедиция в Амалон будет успешной. А вот связанное с ней, с Амалоном в том числе, второй проект «Нунни». Это возвращение души, возвращение памяти. Запланировали такой проект, и второй проект, который касается 80-летия Великой Победы. Дело в том, что мы вроде все знаем прекрасно о наших ветеранах войны, об участии якутян в Великой Отечественной войне. В последние десятилетия мы в том числе и говорим о вкладе наших стариков, наших бабушек, дедушек, которые работали в тылу. Но именно с точки зрения вот юкагиров, народов севера, вот о тыловиках говорилось мало. Мы мало знаем вообще этих материалов. Хотя вот мы, например, вот Макар Семенович рассказывал, ну это мы знаем вообще по истории, в свое время были собраны, вот нижнеколымские собрали средства, и был построен танк Турваурген, который носил имя Турваурген и воевал на фронтах вот Великой Отечественной войны. А вот с Амалоном связано, вот вы недаром же, когда о первом проекте говорили, сказали, что в годы войны. Я вот для зрителей скажу, что где-то в начале 40-х годов одной из задач Дальстроя была добыча золота для того, чтобы производить закупы военной техники по ленд-лизу и так далее для нужд нашего фронта. Ну вот Дальстрой, это вот система лагерей, все вроде было продумано. Но вдруг, когда вот уже в конце 30-х годов проблемой оказалось, что там практически нет базы организации питания вот этих рабочих и в том числе заключенных. И тогда же вот возникла идея на севере Якутии, на границах Аллаиховского и Нижнеколымского, это вот современных районов, был огромный большой оленсовхоз, который больше 50 тысяч оленей. И вот когда война началась, была поставлена задача перегнать вот этих оленей туда, на Чукотку, поближе к рудникам, где добывалось золото, чтобы вот эти оленеводы и олени эти стали как раз базой для поддержки вот питания вот этих вот золотых рудников. И самое интересное, что да, этот знаменитый перегон был осуществлен на несколько тысяч километров. Но интересно то, что оно ударило в том числе и по нашему народу. Ну, тогда такие были сложные времена. Все оленеводы, которые участвовали в этом переходе, обратно их не пустили. Им было запрещено возвращаться, потому что сказали, что они должны дальше содержать этих оленей. То есть первоначально была задача поставлена просто перегнать. И они думали, что они вернутся. А в итоге их всех оставили, и вот большая часть вот этих людей, которые в итоге остались, и ныне вот их потомки проживают вот в селе Амалон на Чукотке. Вот такая судьба интересная, но мы ее знаем вот только в общих картинках, вот в общих словах. И вот одна из задач, в том числе и первого проекта, и второго, совместить, вот собрать материал в Амалоне, фотографии, кто конкретно участвовал в данном перегоне и так далее, и это привести. И у нас идея вот такая о том, что когда будут мероприятия, связанные с 9 мая, они будут проходить и не только в районах, но будут проходить и в Якутске, организовать выставку, организовать лекции, чтобы ознакомить, что в том числе и даже на севере, далеко, в том числе такие, казалось бы, малочисленные народы, как юкагиры, они активно принимали участие, вносили свой вклад в великую победу и сделали все возможное, чтобы эта победа была возможна. И я думаю, что вот этот второй проект, он очень важен для нас, в том числе как сохранение памяти о тех людях, о наших бабушках, дедушках, которые делали все, чтобы эта победа была возможной. Уважаемые зрители, вот такие планы у наших юкагиров на 2025 год. И я надеюсь, что эти планы будут успешно реализованы. И желаю всего самого хорошего, чтобы они все осуществились. Обязательно. Илисимет, Малле. Малле.